Как проявить свои таланты, научиться коммуникабельности, побороть свой страх публичных выступлений и вообще, как поверить в себя. А вот ребята в этом зале знают секреты успеха. Проект «Стиль жизни творчества» учит детей и подростков гибким навыкам, помогает добиваться целей и решать жизненные трудности, договариваться с людьми, высказывать свое мнение на публику и быть устойчивым к стрессу. Этому учат в форме игры, конкурса или квеста. Проект стал победителем конкурса Фонда грантов главы Республики Башкортостан по молодежной политике. Расскажи, какие у тебя обязанности? Ну смотри, у меня есть своя команда, она состоит из 14 человек. Также у меня есть напарник, его зовут Максим, и мы с ним вместе работаем с командой, то есть вчера мы проводили командообразование, сплочение, знакомили ребят друг с другом, и получилось очень даже интересно. Розалия, а как попасть на этот фестиваль? Ну, нужно подать заявку на конкурс «Стиль жизни творчества», написать проект, отправить свою конкурсную работу, и уже далее будут проводиться этапы, на которых можно защищать свой проект и рассказывать о своих грандиозных планах. Фестиваль социальных инициатив проходит в детском оздоровительном лагере «Чайка». В каждом корпусе идет завершающий этап на различные темы, где участники защищают свои проекты. Также есть и занятия, которые направлены на избавление негативных моментов и мыслей. А еще есть и мастер-классы по теме вашего проекта, чтобы более в нее углубиться и понять, что ты сделал не так, а что лучше всех. Земфира, расскажи про свой проект. Наш проект связан с экологией. Наши активисты были на форуме юных добровольцев и привезли название нашему проекту под названием «Эко-Ярзам». Наш проект основан на волонтерской деятельности, на квестах, чтобы дети участвовали в этих квестах и понимали, что не нужно загрязнять природу, очищать ее. А почему именно эта тема? Наш район находится вдоль двух устьев реки и вокруг обширного леса. И у нас есть много стадионов, парков. И то есть дети очень часто их загрязняют, ломают там скамейки, загрязняют и даже не задумываются об этом. И мы решили по этой теме создать наш квест. Ребята очень целеустремленные и видно, что хотят творить. Даже я приняла участие в мастер-классе, где мы боролись со своей негативной энергией и комплексами, записывая это на листок, после чего выбрасывали и отпускали ситуацию. Очень креативный подход к решению сложных проблем. Такие встречи не только помогают лучше ориентироваться в жизни, но и обрести ребятам единомышленников. Ведь все присутствующие здесь знают, что стиль жизни – это творчество в любом его проявлении. Валерия Давлятова-Григорова, Наиль Гайнуллин. Специально для Горы новостей.